Столінська середня школа номер 2 приймає азіатську делегацію з незвичайної нагоди. Упершыню за історію існування програми японського ураду «Корені трави» адресатом грантової допомоги стала школа. На Полесі представники дипмиссии Японии в Беларуси завітали, как открыть новый сучасный тренажерный комплекс. Когда мы в интернете увидели, что объявлен конкурсы для образования, мы подумали, что могли бы реализовать свою давнюю мечту – оборудовать тренажерный комплекс. Мы когда писали проект, нам не очень верилось в его успешность. И когда нам позвонили из посольства, сказали, что у нас очень хорошая идея, мы, конечно же, очень обрадовались. Новый тренажерный комплекс универсальный. Займаться ним могут все дети, у тым ліку и те, кому потребна реабилитация. По словах гостей, новый опыт оказания допомоги менавіта школам мае перспективу и заслуговує больш деталёвага разгляду. Мы реализуем эту программу в Беларуси с 2004 года. И до сих пор, в принципе, мы помогали медицинским учреждениям. Но в прошлом году мы решили, что можно расширять сферы, и не только в медицинской сфере, а тоже образование и социальной защиты. Програма грантовой допомоги «Корені трави» накіравана збольшого на мінімізацію наступстваў радыацыйнай катастрофы ў Чорнобылі. У Беларусі дзейнічае 16-й год. За гэты час было рэалізавана больш за 50 праектаў на агульную суму звыш 3 мільёнаў рублёў. Толькі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці было ўключана больш за 10 кантрактаў па аказанні бясплатнага гуманітарнай фінансавай дапамогі. На грошы, выдаткаваныя японскім бокам, у свой час была набыта медтэхніка і абсталяванне ў бальніцы Брэста, Пінска, Століна, Іванова і іншых гарадоў. Любое учреждение образования, здравоохранения, социальной сферы, забытая сфера культуры. Также учреждения, музейные учреждения, которых большое количество на территории не только Брестской области, но и всей страны, могут заявлять, скажем так, свои определенные пожелания на оказание помощи, приобретение конкретных товарно-материальных ценностей, решение иных, скажем так, служебных вопросов, которые могут произойти при поддержке посольства Японии в Республике Беларусь. Адресатом грантовой допомоги стала Брестская дзіцячая областная больница. Сюды поставили 2 аппарата на агульную сумму каля 80 тысяч долларов. Першы – гастроскоп, эндоскопичное абсталяванне экспертного класса. І яшчэ адзін медыцынскі падарунак – артраскоп. Дзякуючы яму можна выконваць дыягностыку і лячэнне ўнутраных пашкоджанняў суставаў, нават самым маленькім пацыентам. Абсталяванне для нашых рэгіёнаў унікальнае. На ім ужо праведзена 12 аперацый. І гэта той выпадак, калі дапамога не бывае лішняй. Это для детей не только, вы понимаете, если оно стоит в поликлинике, не только для детей, которые находятся в стационаре, но и полностью направляемые извне, из всего нашего Брестского региона. Что касается гастроскопия, это уже рутинная методика и так далее. А вот артроскопия у нас в Бресте для детей не реализована никак было. Зараз у области реализуются 3 трансграничные проекты у галіне аховы здароўя, але такі гуманітарны проект, як «Корені травы», унікальны. Плануецца працягнуць узаемадзеянне з японскім бокам. І упэўнены госці, гэтыя «Корені травы» будуць асабліва моцнымі. Евгения Мороз, Татьяна Будгуса, Имран Филютиш, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».